Турнир по фехтованию в Якутске собрал учащихся 3 школ города. Для региона это новый вид спорта, который только начинает свое развитие. О том, как прошли первые соревнования, расскажет Юрий Осипов. Слава занимается фехтованием вторую неделю, но уже участвует в городских соревнованиях. Рассказывает, что освоился уже на первых занятиях. Между уроками, когда перемена была, я увидел девочку, которая вот сейчас там где-то дерется, получается, которая в форме по фехтованию. Я заинтересовался и подошел к учителю. И потом мне понравилось. Это за один день я запомнил, вот, что как начинать, остальное там правила не такие уж и сложные, получается, как кажется. В турнире приняли участие 9 спортсменов в 3 возрастных группах. Юные фехтовальщики соревновались в 2 традиционных для этого вида спорта дисциплинах – рапиры и сабли. Поражаемая поверхность сабли – это все выше пояса. Считаются туловище, руки и голова. У рапиры только грудь. Руки и голова не считаются. Дети уже занимаются у меня, некоторые занимаются 2-й год, но большая половина часть только вот эту зиму. Самому маленькому участнику соревнований 11 лет, но, по словам специалистов, начинать заниматься можно уже с 6-8. Именно в этом возрасте у ребенка развиваются основные качества, необходимые фехтовальщику – реакция, скорость и тактическое мышление. Федерация фехтования Якутии была создана совсем недавно, буквально пару месяцев назад. И, как признаются сами организаторы, главная цель этих соревнований – собрать вместе всех занимающихся фехтованием и выстроить систему для тренировок спортсменов и развития этого вида спорта в республике. Есть группы, которые, считай, без федерации, да, или сами как любители. Мы знаем, что среди 3 группы точно есть. Вот здесь представлена всего 1 группа. Сейчас уже планируется проведение республиканского первенства, на котором соберут спортсменов не только из Якутии, но, возможно, и из других регионов. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск.